искажения и прямые нарушения действующего законодательства Российской Федерации. Вот, передаю привет Конституционному суду Российской Федерации, поскольку говорят, что они приняли неправильное решение, что идет допущенные многочисленные прямые нарушения действующего законодательства Российской Федерации. Это, конечно, очень интересно. Очень даже интересно. Ну, да ладно. Вот. Это как бы начало, всего начала. Алейкум салам. В результате здесь действительно утверждение русского владычества на Северном Кавказе, связанное с воинской с казачьей колонизацией края, обусловлено главное направление в административном устройстве региона. Создание здесь двух крупных казачьих войск Терского и Кубанского написано. В результате этой политики в верховьях Сунжи и Терека на месте бывших ингушских поселений с 1840 по 1860 годы были основаны десятки новых станиц. Вот. Вопрос возникает в следующем. Все 900 страниц? Нет, там укороченная версия, у меня только 94 страницы. Все 900 страниц я вам зачитывать, конечно же, не буду. Вот. Самое интересное, здесь написано именно, точнее, 17 октября в 1860 год временно соединенных с Кубанской под управлением генерала-лейтенанта Евдокимова написано, что именно он, желая удалить непокорное население от Владикавказа и военных грузинских дорог, счел необходимым первым делом выдворить ингушей из одного из ключевых мест исторического проживания и заселить казаками. Возникает вопрос. И кто-то задонатил. Я так понял. Да, кто-то задонатил первую, как говорится, кто-то задонатил. Просто без имени, я так понял. Вот. Да, Савел доната. Второй вопрос. В результате там огромные земельные пространства, на которых проживали вытесненные насильственным методом, горцы оказались заняты казаческими станицами. Очень интересное начало, потому что с учетом того, что это имеется в виду 1800, они указывают, что это 1860 год. 1860 год это уже после заключения и принятия подданства России, каким образом оттуда можно было выдворить тех, кто являлся непосредственно на стороне, в данной ситуации, на стороне царской России. Это, конечно, очень интересно. Тоже вопрос остается открытым, как можно из ключевых исторических мест выдвинуть, кого, зачем, если вы являетесь непосредственно частью царской Российской империи на Кавказе, союзниками их, подданными их, то зачем вас выбивать из ваших же мест, тут остается под вопросом. Это вот непосредственно так. Дальше. Поземельное устройство горцев фактически так и не было завершено вплоть до революции 1917 года. Самое интересное еще впереди, потому что вплоть до революции, говорит, не было, хотя уже организация самого Ингушевского округа образовалась как раз во время Терской
области в 1860 году, если я не ошибаюсь, да? То есть это не считается решенным вопросом. Что касается, послушайте минуточку, что касается переселения из гор на плоскость, именно когда пишется, другого ничего не пишется, Псидахский участок, то здесь на землях князей Бековичей Черкасских после переселения малокабардинцев за реку Курб остались еще в небольшом количестве подвластные им натеричные чеченцы. Подвластные им натеричные чеченцы села Псидах. Это вот, то есть, как раз таки тот момент, когда с самого начала пытаются задеть, якобы под черкесами были натеричные чеченцы, платившиеся, я хочу, чтобы вы услышали, платившие князьям Бековичам Черкасским подать за эту землю. То есть подать за эту землю. Рядом жили и ингуши в аулах Инарки и Кискем, но они кабардинским князьям налог не платили, поскольку были, вопреки желанию, выселены государством из аулов Терской долины в 1861 году. Выселены 1800. Очень интересный момент, конечно, нужно посмотреть, где насильственным путем выселены в середине 19 века, насильно переселены в Псидахский район ингуши. Здесь дальше из земель Бековича в ходе выкупленных у них государства также пользовались с населенных пунктов Сагапши хозяйство, Новый Ахбарзой 87 в Черкове, 160 25 декабря 1860 года Терскую область разделили на 6 округов. То есть сейчас они говорили, что до 1917 не было ничего конкретного по землям, а здесь уже 25 декабря 1860 года Терскую область разделили на 6 округов. Терскую: Кабардинский, Владикавказский, Чеченский, Кумыкский, Ичкеринский и Аргунский. Однако управление Первой Терской области генерала Евдокимова, который был одним из главных покорителей государства, сопровождалось новым осложнением военной деятельности. Вот так вот, оказывается, насильно переселили, насильно заставили. Что у нас дальше интересного с этого доклада? Обстоятельства было связано с реконструкцией взглядами и так далее. Здесь рапорт самого командующего Терской области Евдокимова, Гель там и так далее, Борятинскому. Теперь мы становимся, уже доходим до интересного момента. Здесь сказано, что рапорт командующего Борятинского о покорении Дзумсоевского общества и о расселении Акинского общества между Галашевскими и другими обществами 1860. Отряд генерала Беженова, направленный к Галашевской станице, через изменившие нам Акинские общества, которые, согласно отданному мне приказанию, расселены между галашевцами и другими соседями. Между галашевцами и другими соседями. Хотя мы знаем, что кто жил с галашевцами рядом, прекрасно это мы знаем. Которые, согласно данному приказу, расселено между галашевцами, это объявили которые, согласно отданному мною приказу, расселены между галашевцами и другими соседями, их жилища истреблены и земли объявлены казенными. Это же подтверждает командующий армией адъютант Арбелиани в рапорте 1860-го, бодро заверив военного министра генерала Сухозанята: мятежные акинцы
расселены между галашевцами и другими соседними племенами, жилища их уничтожено, а земля, занимаемая ими, объявлена казенной. Таким образом, дело с акинцами решено окончательно. Алейкум салам, шуйтар вежриш масялик салам маршалду. Так. Но развитие событий показано, что частично расселение горцев на этот раз не привело к полному замиранию, как и из рапорта. К тому же генерал Беженову пришлось вновь повторить свой летний поход к истокам Гихи и Аргуна, выступив из станицы Алкунской. Впоследствии к акинцам присоединились абреки из малочеченцев. Я хочу, чтобы вы подметили, чтобы вы послушали. Впоследствии к акинцам присоединились абреки из малочеченцев, карабулаков и Аргунского округа. И таким образом Нагорное пространство от Ассы до Гихи вновь населилось сомнительной покорности акинцами и явными нашими врагами-абреками. Предместник генерала Кемфорд, желая убедить бессмысленное население стран наших Асиф Фартанги, предписал начальнику Галашевского сделать, не забывайте, речь идет о 1860 году. Пребывание могло принести положительных результатов. В ходе наших войск акинцы и абреки начали возвращаться на оставленные ими места. Находя необходимую безопасность нашего поселения более прочным образом, я подписал Владикавказу перейти к части Галашевского отряда Фартанги, занявшись устройством дороги от Алкунска и Елхароя, предпринять поиски для поимки абреков, открытие жилищ акинцев, причем требовать от последних безусловной покорности, а в случае сопротивления действовать как с мятежниками. Вот такие вот документы. Сейчас речь идет непосредственно об акинцах, чтобы вы понимали, чтобы было понятно. Расселение соответствующих этносов административной границы в нем в значительной мере совпали с этническими. То есть с западного отдела были учреждены 3 округа: Кабардинский, Осетинский и Ингушевский, сформированные на основе преимущественного расселения соответствующих этносов, и административные границы в нем в значительной мере совпали с этническими. Чтобы вы поняли, то есть при создании Ингушевского округа здесь говорится, что непосредственно туда вошли этнические ингуши. Чтобы вы понимали. В соответствии со своими результатами, со всеми результатами этнографических исследований и описаний предыдущего периода, в Ингушский округ вошли 2 участка бывшего Владикавказского округа, Назрановско-Карабулакского и Горский, созданные из обществ Назрановского, Карабулакского, Галашевского, Мерджинского, Галанчожского, Елхароевского, Акинского, Цоринского, Галгаевского, Кистинского и Джайраховского. Однако этнический критерий административно-территориальных размежеваний был не в единственном, а подобное основание работе вкупе с другими факторами. И тут идет уже перечисление. Очевидной историко-культурной, хозяйственной связанностью обществ, также вектором их естественного тяготения. Которые не могли быть проигнорированы имперской администрацией. По этой причине новообразованный Ингушский округ включал в себя не только территорию собственно ингушских, галгаевских, арштхоевских и акинского обществ, но и отторгнутые у этих обществ
под образование верхние Сунжинские линии, земли станицы Владикавказского, Кембелеевской и так далее. Военно-топографических отделе Кавказской армии 1853 года. Так, чтобы было понятно, тут речь идет уже непосредственно о картах 1853 и 1864 года. То есть карты после того, как были созданы Ингушевский округ. 1863, само собой, это Филькина грамота. Почему? Потому что данная карта не подтверждается и не является непосредственно административной. Деления административного там не было, поскольку в 1853 году война еще шла, и мы знаем, что границей Малой Чечни, в которую входила и даже часть Галашевского наибства. Об этом тоже не стоит забывать. А уже после, исправлено в 1864 году, здесь уже отображается картина, ту, которую получили уже непосредственно Ингушевский округ после завершения Кавказской войны, само собой, получил многие преференции. Вот. При Святополк-Мирском местные власти хотя бы попытались в чем-то разобраться и придать вводившемуся порядку хоть какие-то правовые основы. Правовые основы заключаются в том, что после того, как имам Шамиль был пленен, попал в плен, образовалась Терская область, вы знаете, да, Терская область, и получили наиболее огромные территории, само собой, огромные, неправильно, распределение территорий, были приближены именно более покорным, выдавались наделы земельные, тут и казачьи станицы, которые образовались, вне всякого сомнения. И плюс-минус, мы знаем, что уже в дальнейшем, вы поверьте, здесь есть такое, что у вас особенно жителям Валерик, Волар Борчан, я узнал, что оказывается Волар это не Экки даже открыли, алейкум салам, Шамиль, альхамдулилля, работаю по докладу, который сделали Всемирный ингушский конгресс, вот пытаюсь понять по нему, что да как. Здесь так, в свою главную команду, что с 1 января 1866 года они не расселяются, как и укажут управляющие органы, будут платить правительству в Турцию. По его мнению, карабулаки вообще были не способны принять какую-то гражданственность. Странно, во всех этих документах, особенно касается Яйтин Ашат, которые касаются непосредственно в данных документах, карабулаки идут, то есть Арстой идут как отдельное общество. Они не идут как ингушский народ или как ингушское общество. По документам, по крайней мере. Они здесь идут по отдельности. Хотя в то же время цоринцы, галгаевцы, джейраховцы, они идут вкупе, вместе взятые. Но карабулаки идут по отдельности. Здесь принять какое-либо гражданство, с этим связано там Турцию и так далее и тому подобное. Дело в том, что самое интересное, 1860-е годы, причину выселения Уарсхой здесь утверждают о том, дело в том, что при решении земельного вопроса в Терской области в 1863 году о наделении землей 1500 карабулакских семей были попросту забыты. Ну, как вы себе представляете, одной из причин то, что мухаджиры ушли в Турцию, говорят, что 1500 семей забыли наделить землями.
Это вот из-за этого Масера Хелбюстик. Это из этого документа. Чтобы не было голословно, здесь это все записано. Дальше, из интересных моментов. Даже при поверхностном, послушайте, здесь потом перечислил Карабулаковский участок, уже не Псидавский, а именно Карабулаковский участок Ингушевского округа, Баташ-Юрт, Ахбарзы, Бамутская, Шиналык, Нестеровская, Берд-Юрт, Семюгуч, Мергист, Аршты, Чемульга, Бережки, Алхасты. Они все это говорят, что это уже однозначно приписывают даже при поверхностном анализе. Даже при поверхностном анализе фамилий, без проведения дополнительных исследований, привлечения генетических данных, выявляются типичные ингушские и карабулакские фамилии, потомки которых сегодня в абсолютном большинстве своем проживают в Ингушетии и являются именно этническими ингушами. То есть, если, как я вам вчера и говорил, совпадение фамилий и проживают с тех пор, то они являются этническими ингушами. То есть, после распределения вот этих округов на две части, уарстхой, которые попали в Ингушетию, они говорят, это этнические ингуши. То есть ингушский этнос. Однако до этого тут ничего не упоминается. К сожалению, сейчас дальше будет еще интересно, чтобы было понятно. Карабулак дальше идет, уже перечисляется. И тут населенные пункты Алхасты живут. Идет дальше. Живут представители Даурбековых, Галай, Газиюрти, Цуговы, Цейчуай. Именно ряда жителей, указанных по семейных списках, хорошо известны и из других документов того периода. Дальше идут. Странное перечисление, конечно. Это карабулакские старейшины, офицеры милиции. Баташ Булгучев, Берт Мамиев, Алико Цугов, Седа Даурбеков и другие. Среди фамилий жителей посемейных списков Карабулакского участка много имеют практически современную транскрипцию ингушских фамилий. Муталиева, Гота и так далее и тому подобное. То есть, если фамилии совпадают, то это может тоже являться фактором, что они являются ингушским этносом. Активно разделяя страхи перед суфизмом и так далее. Странное здесь, конечно, здесь немножко заявление. Газава, тут здесь учение, здесь написано, Лорс Меликов активно раздували страхи перед суфизмом и его кадрийским обучением. Учение Зикра. Писал он главнокомандующему Кавказской армии, направление свое во многом подходящее Газавату служить теперь лучшим средством народного соединения. Хотя Кунт-Хаджи Кишиев вроде бы был большим пацифистом, и он никогда не призывал к войне. Ожидается только благоприятное времени для фанатического пробуждения отдохнувших сил. Фанатического пробуждения отдохнувших сил. И плюс ко всему пишет, продолжение текста. Наконец, 3 января 1864 года, боясь призрака нового Газавата, власти арестовали шейха Кунта Хаджи и под особым конвоем отправили в Владикавказ и так далее, Новочеркесск, Устюг, Новгородская губерния. Я немножко, конечно, в этом... Ладно, оставим свои. Большую роль. И тут начинается дальше. Хотя все прекрасно здесь вначале пишут, что Лорс Меликов, что эта тема была его. Большую роль в переселении также сыграл начальник Чеченского округа генерал-майор Муса Кундухов. Этнический осетин, который по поручению всего того же начальника Терского лорсмена вычислил, подогрел у горцев там стремление выехать в Турцию. Про Гелистан здесь нету, к сожалению, или к радости.
Ну, там, чем дальше, тем лучше. В результате, послушайте, в результате в 1865 году в Турцию выселилось 5002 семьи. Или 22 491 человек. Выходцев из разных ингушевских, подмечается, ингушевских, хотя там нигде не написано было, что ингушевских, выходцев из различных ингушевских, это автоматически добавленное, около 1800 семей, прежде всего 1800 семей, интересно, данное число откуда появилось, 1800 семей кого? Прежде всего около 100 семей назрановцев, затем 10 партий карабулаков общей численностью 1500. Вот мне интересно, если мы уберем из 5002 двух семей, ну ладно, до конца дочитаю, что общей численностью партий, 10 партий карабулаков, общей численностью около 1500 семей. И ДР написано. И чеченских селений около 3200 семей. Отнять, если от 5002 семей 3200 семей чеченцев, остается 1802. Туда же мы добавляем 1500 семей карабулаков. Получается 4700. Плюс 100 семей назрановцев, как они указывают, 4800 семей. И плюс около 1800 семей, если добавить, это где-то 6000 с лишним, 7000 семей. Это откуда это число? Вот откуда это число? Я просто хочу, чтобы... Давайте я сейчас посчитаю. Давайте сейчас мы посчитаем. Элементарно просто. Возьмем. Я хочу, чтобы вот прямо в прямом эфире, чтобы не отходя от кассы, берем 5200 семей. Это 200 семей. От них отнимаем 3200 чеченских семей. Отнимаем 1500 карабулаков. Равно 302. Отнимаем 100 назрановских. Равно 202 семьи. 202 семьи. Остается. Если посчитать, минусовать. Давайте теперь посчитаем. Если прибавлять 1800 семей. Он пишет ингушевских 1800. Плюс 1500 карабулакских, плюс 100 назрановских, плюс 3200 чеченских семей равно 6600 семей. 6600 семей нету ни в одном документе. Это числа, которые вы, в документе, в котором вы предоставляете, это вот документ. Откуда появились эти числа? Если остается 202 семьи, ну, я не знаю. Честно сказать, вопрос открытый. Люди покидали родину целыми селениями. Земли, на которых проживали карабулаки, снова же в документах же написано карабулаки, не ингуши, если вы так уж прямо пишете, были в том же году отобраны под станицей. Трагическое переселение в Турцию стало одним из печальных эпизодов в истории народа. Среди переселенцев народа какого? Чеченского народа? Или же ингушского народа? Или карабулакского народа? Какого народа? Среди переселенцев там ТИФ, там кладбища возникли раньше новых деревень и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже оставляем дальше. Продолжаем. По вашим же документам работаем.
Османское правительство отнеслось к горцам с сочувствием, но оно не могло обеспечить материальное такое количество эмигрантов. К тому же российское правительство через консула в Стамбуле Трабзоне настаивало, чтобы переселенцев размещали как можно дальше от российской границы, не ближе Бетлиса или Эрзурума. Испытывая тяжелую нужду, часть горцев пошла обратно к российской границе. Однако русские войска прогнали их от границы оружейными залпами. Турки также выслали войска, которые проводили их на отведенные места. Дальше идет интересное. Я хочу, чтобы вы немножко прислушали. Вернуться на родину из них удалось лишь 5857 человек. Кто они? 5857 человек. Это Уарстхуай? Это Нохчи? Или это 100 назрановских семей? Кто они? Неизвестно. Но дальше читаем, дальше. Избежавшие переселения Карабулаки, Уарстхуай, то бишь Уарстхуай, оставшиеся в аулах Ахбарзой, Гажар-Юрт, частью были приняты в аулы Назрановского участка Ингушевского округа. Вопрос. Ни слова нету о том, что оставшиеся карабулаки или по возможности, которые расселились по всей территории Чечни. Начиная и Шатоя, начиная и того же Гроздинского района, Аргуна, Курчелоевского района. Об этом ни слова нету. Написано Назрановского участка Ингушского округа. А большая их часть переселилась на территорию нынешнего Малгобекского района и образовали селение Новый Ахбарзой. Новый Псидахский участок Ингушевский, он уже почему-то новый, я не знаю, уже вроде бы давно Псидахский участок был, Ингушского округа с аулами Кискем, Сагапши, Ахбарзой, Псидах, Бековичи, Ачалуки состоял из земель, выкупленных правительством в размере 16 тысяч десятин у князей Беков Черкасских. И тут, и опять же, интересный момент исторический. При этом показателен факт ограниченного воссоединения, переселения сюда, а также вернувшихся позднее карабулаков с общей, здесь написано, ограниченного воссоединения переселенных сюда, а также вернувшихся позднее карабулаков с общей массой ингушей. То есть они в принципе, хотя, дальше идем, хотя здесь же, в Псидахе, с тех же пор, не подвергаясь ассимиляции, живут чеченцы. Однако переселенные сюда карабулаки отнюдь не пополнили их ряды. То есть царь Рубах Хабяхкин бола Уарстхуай Цанцаца Инабах царь. Ну, Кезг Инабах. Нохчишах даже Дацакьяттабах. Вот такие вот. В связи с расселением оставшихся жителей в крупных ингушевских селениях Назрановского, Псидахских участков Ингушевского округа, Карабулакский участок Ингушевского округа в том же году был упразднен. То есть не потому, что больше населения, которое было, ушло мухаджирами, не из-за этого был он упразднен, а из-за того, что, оказывается, они расселились по селам Малгобекского, Псидахского района, а Карабулакский округ был упразднен. Оригинально. Ладно. Таким образом, за счет территории, зачищенной от карабулаков, казачий массив окончательно разрезал Ингушетию на горную и равнинную части, как это хорошо видно на карте земель горского населения. И так далее, и тому подобное. Карта 1870 года. Карта 1870. Сейчас постараюсь вам показать.
Давайте посмотрим на карту 1870 года. Вот карта 1870 года, чтобы было понятно. На этой карте никакого, в принципе, как таковой, а здесь в основе своей и акинцы, и большая часть, как принадлежала, так и... Это 1870 год. Так, выбираем другой. Выбрать другой объект. Наверное, о другой карте они говорят. Вот об этой карте они говорят. Вот карта. Посмотрите. Здесь говорится, при этом пока ограничил воссоединение переселения сюда, написано, таким образом, за счет территории, зачищенной от караблаков, казаческий массив окончательно разрезал Ингушетию на горную и равнинную части. Как это хорошо видно на карте. Уважаемые, ну вот это есть карта. На этой карте большая часть земель, которые разрезали казачьи терские станицы, они исконно чеченские. Это исконно чеченские. Поэтому выбрать другой объект, прекратить публикацию. Карта у нас есть, благо у меня карт этих очень много. Сложившаяся ситуация усугубила положение для жителей Акинского общества Горского участка Ингушевского округа. Ну, во-первых, здесь Акинское общество входит в состав Чечни в данной ситуации. Но дальше идем. Эта картина в конце 1865 года, здесь написано, была изложена в рапорте на Ингушевскую под Морозово, необходимо присоединить Акинское общество к Аргунскому. То есть здесь, знаете, на сегодня я немножко, чтобы у вас не, как говорится, понемножку, дозированно буду, чтобы всем не надоесть, я вам просто коротко объясню. По данной ситуации, там есть очень интересных много моментов. Интересные моменты заключаются в чем? Я вам объясню. Интересный момент заключается, во-первых, в том, что оказывается, я пропустил моменты. Оказывается, я хочу, чтобы здесь, как это... Я вам приведу доклад такой в электронном виде, как они выложили. Эти карты есть свободные. Вы вбиваете название этой карты, они есть в интернете, в свободном доступе. Так вот, много очень интересных моментов, которые я пропустил сегодня. Ну, например, я узнал, что, оказывается, череп Галгаевца и Акинца, он ближе друг к другу, чем к чеченскому черепу. Вот так вот. Есть такое даже. Да, вот антропологически они считают, разница у остальных, чтобы вы понимали, куартбуй, цюндяки, диаметр. Дженчур. Карт у меня нету, но остальное у меня сам доклад есть. Оказывается, 81,9 и 81 между ингушами и акинцами, а у чеченцев 84 она, у дагестанцев 86. То есть по измерению антропологических замерок это считается, что акинцы являются ингушами. Вот так вот. По черепу можно определить, кому теперь ближе относятся ингуши. Ва алейкум салам. Рустам. Какой Рустам? Я много каких Рустамов знаю, но какой именно я не знаю. Это раз.
Оказывается, да, по черепу можно. Потом еще интересный момент. Оказывается, Валерик, селение Валерик, ингушское село. Оказывается, акинцы, кейцы, мелхистинцы. Вот там я буду это зачитывать, вы просто-напросто будете в шоке. Оказывается, до сих пор, до современного времени в горах собираются акинцы, мелхистинцы, галгаевцы, джайраховцы, собираются и выносят какие-то решения. Да, там даже есть камень, они так и говорят, до сих пор да, проводится собрание. Вот это место и является мерилом. Потом говорится, что L3 по ДНК проекту больше близко родственные к ингушам, хотя я проверил ДНК проект, ну в процентном соотношении процентов 70 L3 находится на территории, вот из тех, кто сдал ДНК-тесты, процентов 70-80, L3 находится на территории Новчичует. Но это ничего не значит, но они все равно ближе к ингушам. Такие вещи в культурном плане, они близки друг к другу. Потом пишут о том, что не только в культурном плане, они пишут, что еще и в разговорном. То есть столько вещей, которые я просто-напросто, которые при прочтении был удивлен. То есть не учитывается мнение, что буквально недавно мы все были единым народом, что у нас единый язык. Они начинают говорить, что там один другой, то есть из-за того, что диалект, галанчорский диалект совпадает, это не все, это не важно. Галанчорский диалект и вообще сама терминология галанчорского диалекта была придумана Дешириевым, Алироевым. Это тоже не столь важный фактор. Короче, но самое интересное, оказывается, селение Валерик это тот самый Галга-юрт. Вот так вот. Уже дошли до Валерика. Валерика чисто ингушский юртюба, Галга-юртюба из-за по этому докладу. Много чего интересного. Как передавали. Я вам буду все понемножку дозированно говорить. Так что братьям акинцам есть много над чем задуматься. А что касается ококов, Батай, Мурзаш и остальное, ну это тут четко видна рука наших друзей с Востока. Поздравляю всех ауховцев, вы стали пришлым народом, который фактически переселился, начиная с 16 века, потом во время имама Шамиля переселились, так что вы оказались пришлым народом на своей собственной земле, то есть теперь, как говорится, Оша, это не бумага, это уже становится документом. Поэтому лингвист является предковым для ингушского его. Нет, Дженчур. Здесь он говорит, здесь Дженчур, они говорят не так. Они говорят не то, что они являются галанчорский диалект для них факторов, а что из них, от них произошел. И все говорят на их языке, к ингушскому языку, то есть к языковой группе. Там очень много моментов. К сожалению, если вы думаете, что это просто писульки, то это нет. Я посмотрел сегодня видео.
Вы знаете, самое обидное выступление, то, что там были представители муфтията, они там выносят свой, они говорят, мы вынесем свой вердикт по шариату. То есть это там и шариат, там и депутаты, там и народные, или как там, совет тейпов. То есть это не кучка людей, которые собрали, они все, как говорятся. Эта карта Юсуф Хаджи у нас уже миллион лет находится на арабском языке, она есть уже давно, как говорится, очень, да при чем тут вакцины? Груселингер Планет. Зайди, вбей совет тейпов, доклад совета тейпов. Поэтому, уважаемые мои друзья, час закончился, мне нужно перезагрузить. Если кому-то интересно, заходите обратно. Постараемся, еще 1 час должно мне, может быть, хватит. Давайте я перезагружу, а дальше мы с вами продолжим. Кому интересно, я думаю, что нужно присоединяться активно ауховцам, акинцам, я могу много интересного о них рассказать. Так что, кому интересно, заходите, продолжим. Так, посмотрим. Официальная страница «Дикая дивизия» заявляет: «Дик буалбу уж галгай боцаш, альхамдуллах, хама алари церг уж малашба». Вот теперь могут уж не прятаться, а официально кричать этот лозунг, и нам осталось их просто выгнать из республики. Как давно мы ждали этого выступления от уважаемых, знающих свое дело людей, настоящих патриотов и сынов своей республики. К сожалению, сегодня работу вынуждены делать общественники, у которых нет административного ресурса. Но, альхамдуллах, у них есть любовь к своей земле и к своему народу. А руководство пусть пока садики открывает, потому после нашей победы, инша Аллах, как Сили пишут, иншаллах, они тоже присоединятся отпраздновать ее. Но, в принципе, как обычно, за чужим успехом себя поставят. Что ж, мы
вы не обязательно там только сидеть писать, вы можете зайти, вы можете запрос отправить, задать вопросы по данному там, докладу или по чему-либо, мы можем пообщаться, и с этим проблем нету. Но здесь для людей, которые должны понимать и знать очень много моментов. Нужно многие моменты, касаемо особенно, не знаю почему и каким образом касается вообще тематика ауховцев, закинута в данный доклад. Я это понимаю с одной стороны. Почему? Вопрос ауховцами был туда закинут только для одного. Чтобы удовлетворить того человека, кто приложил руку к этому 900 страниц, состоящему из 900 страниц материалу. То есть ему угодить. Это раз. Во-вторых, в этом собрании они обсуждают, говорят, что по шариату они будут просить и говорить, чтобы ровно разделили все вместе нажитое. То есть из двух районов, Наурский, Шилковской район, один должны отдать Ингушетии. Заработанные в то время на нефть и переработанную нефть тоже должны половину суммы отдать им по шариату. Короче, вот такие вещи они реально обсуждают и говорят. И это заявление делают вполне себе взрослые люди. Боюсь, что если вот на этот... Они обещали, что данный документ будет отправлен в Москву, официальные лица, в соседние республики. То есть, если это дойдет до руководства, я не знаю, каковы будут последствия. Как все это, конечно, может закончиться, или на каком уровне будет решаться данный вопрос, и будут ли. Там моменты просто-напросто. Я там 1 час 22 минуты, кажется, в Ютубе этот ролик, вы можете послушать, посмотреть. Моменты очень интересные. Вот этот чувак, который рассказывал, что там до самого Аргуна их землю, он тоже там выступает, призывает там, что надо вернуть. Ряд очень острых, щепетильных моментов, интересных моментов. Посмотрим. Они 3 года готовили этот доклад. Я фактически уже ознакомился из 20 страниц. 20-25 детально, которые я изучил. И даже в этих случаях там... Да, я хочу, чтобы вы понимали, оказывается, из Панкиси кистинцы записаны были как ингуши. Он говорит, самими русскими они были записаны ингушами. Но ссылку, откуда это они выписали, и с кого они выписали, некий Цуцаев. Честно сказать, чтобы какие-то русские говорили, что в Панкисе проживает ингуши, я не знал. Поэтому хасом вам башлам. Я не понял, короче, что ты хотел сказать. Кистинцы из Панкиси ингуши, акинцы ингуши, кейцы ингуши, мелхристинцы поэтому ингуши, уарстхоевцы по этому докладу ингуши. То есть все, что принадлежит уарстхоевцам, как я вам и говорил, хасом вал цакиецо лихана хуба самвал бахасук сосему вижна муаса хуба цакиецо гилной
Гилной ногчу бук. Квалариса тиса. От местности, кажется, получили, да, название? Поэтому мне сейчас не до тейповых суждений твоих, тут уже давно перешли с этой. Короче, про Мержоя очень много написано. А те люди и тот доклад, который рапорт сделал Морозов о том, что акинцы, общество мерджинские, акинские, которые хотят вернуться в чантийскому обществу Аргунского округа, якобы, говорит, были не сами мерджинцы. Мерджинцы оттуда переселились на плоскостную территорию, а заселенные туда акинские общества. То есть Мержои сега ашберша уабанаба диабелоба, потому что сегодня эти мержои живут в Ингушетии, Малгобекский район, сега уабанирба. А вот на эти земли, где проживали мержои, переселились с гор, выбиты были акинцы, они заселились. И они попросили из-за своего родства, попросили вернуть их, присоединить к чантийскому обществу. Чантиша дату элашенба. То есть так крутят, так мутят, это просто-напросто вы должны понимать. Адухуахак, он хоймах, эфире вана свецаняс, объяснить то он. Вана свец эфире, он занятый ваца. Давай с тобой поговорим на эту тему. Ой, история, а больше, ты же это мне говоришь, я надеюсь. Хаху история амувал дюйцердующему, я саху история амувал дюйцердующему. Давай зайдешь. Хочу на эфире. Как раз и по этому докладу, и по истории расскажем. Поэтому этот доклад автоматически ауховцев сделал пришлыми. Ну, врать они не могут, Руслан Осипов, потому что они там представители муфтията были, по шариату все тоже говорят. Байсаров, ну, заявления были в пабликах очень сильными. Вы не понимаете, сейчас пройдет время. Тоже так никто не думал в 2007 году, когда они говорили, что нужно подделывать карты. Никто не думал. В 2007-2008 году, когда была переписка на этом сайте, когда они благодарили, как нужно делать карты, как закидывать их нужно, никто из чеченцев не обращал внимания. А когда это выстрелил? В 2007-2008 году они обсуждали по картам, в 2009 году была, пока в Чечне еще шла контртеррористическая операция, были стихаря отторгнутые земли. Никто не думал в это время. И до 2018 года они уже... Никто не знал об этом. Молчали, все молчали. Вы наивные, ногчи. Вы наивные. Они взращивают поколение на этих докладах. И завтра, послезавтра это поколение будет встречаться с нашим поколением, с нашими потомками. И они рано или поздно сойдутся на этом. Или кто-то делает так, чтобы они сошлись. Конечно, даже если сойдутся, опять же будут говорить, силы были неравные, нас было столько, их было столько и так далее и тому подобное. Если не найдутся опытные люди, грамотные люди, которые не допустят этого. Поэтому насчет доклада не в курсе я обошла, но из твоего эфира узнал про него, как в этот месяц я никогда в свою жизнь не был занят в эфире Таганца Волсу. Жалко, Конфаймах, я бы тебе рассказал много интересного, Маша. Ты должен понять, Конфаймах, что в этом и кто-то задонатил, как всегда, Салам Маршалду Саидик. Вот с таким названием Русланбек задонатил. Русланбек, да, Саил Адана. 2 человека
немножко задонатили сегодня. Он поймак. Я тебе объяснил. Ты говоришь, наша история. Это прямая наша история. Речь тут идет непосредственно о территории Малой Чечни. Вне всякого сомнения. Здесь речь идет об арстхойцах. Здесь часть по этому докладу получается почти ни одного слова о том, что Уарстхой есть на нашей территории. Как говорится, и брат Юсуп задонатил. Юсуп задонатил с таким сообщением. Интересно, что курят нарнийцы? Вот с таким, да, Юсуп, Вала, честно не знаю, что они курят и чем они, нарнийцы, действуют, но факт остается фактом. Ради Абаза Хан вируса в эфире Ахпурбла Башлам. А спор что любой человек может выйти. Вот. Смотри, сегодняшнее селение Валерик, они говорят, это Галай Ария. Там территория, я еще не зачитал дальше, там говорят, что до Шалажи чуть ли не их территория, Шалажде качался я территорию Бахца. Там говорится, что что якобы чеченцы называли Керстбуй, хотя чеченцы не были христианами, а вот акинцы были христианами Бахцега. Теперь дух моменту, там очень много моментов, если вот так не брать цельные, вот из контекста, как говорится, по цепочке брать. Ауховцы пришли на этих землях, что их там позвал какой-то там Гаджи, там кто-то позвал. Потом, да все и не вспомнишь. Один район надо поделить, вернуть, говорят, тоже нужно по шариату, то есть Наурский или Шелковской район. В то время заработанную, пока мы были вместе, с 1934 по 90 год заработанная, то есть выработанная нефть должны ровно поделить эту сумму на две части, на это претендовать и так далее и тому подобное. Вот. Я еще не дошел до многих моментов, то есть будет не это ли наша история? Не это ли наша история? Очень много того, чего, конечно, которое не нравилось и не нравится многим. Назывались сасанами, чеченами называли, Алихан Кавказус. Нахчи назывались с 7 века, нахчиматяне, с 14 века назывались нахчи по грузинским источникам. Там 16 века есть, где они называли нас чеченами, так что устаревший вопрос у тебя, Алихан. Дело не в том, что мы просто должны сказать, это козлы, это не так, нет. Оскорбление этим ничего не закончится. Нужно поэтапно показывать ложь. Я просто не хочу нагромождать. И хотел сегодня чуть раньше, но задержался. Постараюсь, если у меня получится завтра тоже сделать. Каждый день по 5, по 10 листов буду вам как говорится, понемножку рассказывать об этом. Сасанидская династия в Иране. Но ты узнай, кто были сасаниды в Иране, чем они занимались, какими воинами они были. Тебе рекомендую посмотреть Хасана Бакаева, там найдешь много интересного про сасанидскую династию, про сасанов. Я же сейчас пока говорю о других моментах. Вот. Материалов очень много, воды очень много, просто-напросто там передергивание, что один генерал был лучше, другой генерал был хуже. Вот эти заскоки, то, что не роднились там с псидасскими чеченцами, что псидасские чеченцы ночью платили дань черкесам, а мы не платили дань. То есть вот столько передергивания. И момент, самое интересное, что весь доклад, все у них начинается с создания Ингушевского округа.
До Ингушевского округа там, в принципе, затрагивать как таковой моментов нету. Почему? Если даже любой человек просто-напросто завтра наши ученые скажут, мы хотим доклад сделать, допустим, с 1700 года, ну или просто с 1800 года, когда еще не разрешили спускаться на плоскостную территорию Назрановского округа и так далее и тому подобное. Будут предоставлять документы, будут предоставлять все остальное. Это все, конечно, можно показать. Потом это может долго и нудно идти. 1860 год. Война закончилась, Кавказская фактически, еще время от времени. Халбюл бац, нет, там хорошая поддержка Халбюл ищать, хотя Халбюл, конечно, был там кукловоды, думаю, что совсем другие. Явных доказательств нет, но просто-напросто вы посмотрите. Есть видео, которое я тоже еще пока не загрузил. Башлам, не опасно ли оставить этот доклад без внимания? Нет, мы этот доклад без внимания не оставим. Мы придадим его максимальной огласке, как они и хотели. Во-первых, мы разберем его по мере возможности. Во-вторых, если у меня будут помощники, я хочу, чтобы эти моменты, вы понимаете, да, что в докладе должны быть ссылки. Они оставляют снизу ссылки, они оставляют снизу книги. Название книг, откуда они это взяли. Нужно это проверить. Нужно это проверить, посмотреть, и как они выписали это туда. Написано ли там ингушский, или конкретно как они пишут. Жирным шрифтом выделяя, что особенно по ококам. Они используют очень много кабардинских материалов Кабардино-Балкарии. И в основе своей он хуаймахк. Я тебе скажу не с 1720-го, скажу, наверное, с 1500-го, с 1580-го, 16 века экспансию на Кавказ, в Тму-Таракань, как иначе ее называли некоторые историки, и расширение своих территорий занималось как одной из сверхдержав государств Российская империя, царская Россия. Вот. Также на Кавказе свои интересы распространяла Отоманская Турция. Также на территорию Кавказа и продвигалась к северу, свои геополитические интересы продвигала Персия. Здесь было 3 сверхдержавы, которые продвигали свои интересы. Ближе к 20 веку сюда, конечно же, свои интересы пытались протащить через Турцию, само собой, и Великобритания. 1500. Карчадер. Аух Мухмечабу. 1558 год. Шейх Мурза Окотский заключает договор. Ты не забывай об этом. А это сейчас в этом договоре получили, что акачане, они являются, как говорится, ингушами. А так, поэтому, вы сбили меня немножко с темы. Там много моментов просто... Туан договор. Ваша, здесь ты же говоришь именно боевые действия, тогда тут совсем другое дело.
Но даже что бы ни было, экспансию на Кавказе в этом плане, если вы будете говорить, то нужно здесь всегда Кавказ был направлены, всегда были направлены геополитические интересы многих государств. И восточных, и западных, и северных. Тут ничего другого нету. Первые боевые действия, как таковой, калмыков, когда на нас направляли, терских казаков, 17, 18, 19 века. Это интересы России, конечно же. 18 век это Петр I. 17 века это уже терские казаки, и вот их то, что направляли сюда. Ну, терские казаки термина не было, но казачество было направлено. Вот как раз таки в это время и был расторгнут договор. Боевые действия, да, тогда насчет боевых действий это совсем другая тема. Поэтому вот так вот ситуация юксига. Интересы были разные, интересы были, как говорится, лоузмабиебах. Нет. Алихан Кавказус Хаула, Алихан Кавказус Хаула, в эфире. Выйти прямой эфир освобождать. Я тебе запрос отправил, Хаула, эфир чувана. Ну, Хаула, ты же говоришь, что не было никаких чеченцев, ингушей. Хаула, чувала, эфире, Хаула. Но вот ты пишешь, не знаешь, что ты пишешь. Ты отклонил, видишь, 2 раза. Так, абючбек кючбу бах асхуек. Лично хуег асбах абючбек кючбу. Во-первых, нахчи не общество, нахчи народ. Эхки, мелхи, галга, уарства – это общество. Вот то, что ты перечислил. Это общество. Шотва, Чеберлай. Это общество. А нахчи – это народ. Так что, если ты не знаешь и не можешь полностью довести свой разговор до конца, тогда не пиши этого. Зайди, обоснуй, расскажи мне про общество Нахчи. Где это общество? Или ты про ичкеринские общества говоришь? Вот. Директ посмотреть я не могу, Ваша, пока освободила. Постараюсь сейчас. Так. Александра, который он поручил привести Стерика и Кахетию, русское посольство князя Звенигородского, советовали ему идти через Хивсуретию, Тушетию, мимо Мецких и Бетских гребней, кистинских обществ Митхо и Бацви. Из Кахетии и Терику от верховья реки Аргуна можно было пройти по реке Аргун и Сунжи. Грузинский митрополит Епифаний, приехавший в Москву в 1665 году, воспользовался именно этим путем. По дороге из Тушетии к реке Аргун он миновал 2 кабака, то есть аула горских кистичан. Очевидно, это было население кистин-мелхистинцев. Ну, кистинцами называли чеченцев, чтобы вы знали. Приведенные из русских документов сведения показывают, что русским людям, жившие в крепостях по реке Сунжи, Тереку и в городках гребенских казаков, были известны некоторые родоплеменные группы высокогорной Ингушетии. Однако в русских источниках 16-17 веков ничего не говорится об ингушских поселениях на плоскости. Не упоминается в них и аул Ангушти, название которого русские перенесли на весь ингушский народ. Ингушские поселения в бассейне реки Ассы граничили на востоке через
горных хребет с чеченским обществом Акко, занимавшим верховье реки Гихи, притока Сунжи. Часть акинцев в XVI веке уже находились на большом расстоянии от своей высокогорной родины, так как пересекались на востоке, заняв предгорье по реке Ямансу между реками Аксаем и Акташем. Русские люди знали акинцев под названием Акачане, Акозы, Акоки, позже Аухи, Ауховцы. Река Фортанга, один из правых притоков Сунжи, в своих верховьях в горах принимает приток реки Мерджу. Название горной речки указывает на место поселения чеченского тайпа Мержуай. Служилые люди русского терского города с 17 века знали мерджинцев под названием Мерези, указывающие их местонахождение в гребнях под снежными горами. Долина рек Шару-Аргуна, Чанты-Аргуна, образующие по слияниям реки Аргун, приток Сунжи, названия заселены чеченскими племенами, объединенными. Здесь много боевых и жилых башен, родовых склепов, могильщиков. Русские источники 17 века упоминают по Аргуну и Чанты-Аргуну шибутян, чанских людей, шатоевцев. Чанскую землю чантийцев, мелкинцев, мулков. В 17 веке твердо фиксируется переселение горных чеченских тайпов на север к реке Сунжи. К середине 17 века аулы шибутов приблизились к городам гребенских казаков, находившихся на правом берегу реки Терека и в гребнях между Тереком и Сунжей. Однако аул Чечен еще не был заселен. В 1665 году здесь находились городища, то есть место бывшего укрепления поселения. Но так, как-то вот так было написано. 1665 год. Он химах он хойокха националисташ Аллаху сизбаха нахба. Он хоймах вала хавала любовник свет эфири валей. Да, пошлам откуда этот отрывок. Это материал, исторический материал. Из газеты, походу, там не написана книга. Любовник, хочу, але докажите мне, расскажите мне про национализм. Расскажите мне про это. Что такое национализм в вашем понимании? Расскажите. Мне интересно. Асабия, Шуюч, Дала, или как там, Шуби, Дери, Кацак Майер, тоже мне один зашел, рассказал. Расскажите мне про чеченский национализм или про любой национализм. Расскажите мне. Во-первых, когда вы говорите национализм, что вы под этим подразумеваете? Разве мы отрицаем, что мы мусульмане? Разве мы отрицаем, что мы мусульмане, братья, соседи? Нет. Мы возвышаем себя над другими? Нет. Мы просто-напросто говорим и разоблачаем ваши сказки. Вот в данной ситуации, Алихан, не в обиду, твои сказки. Ты сказал, что Нахча это общество. Я тебе говорю, не общество. Нахча это народ, состоящий из многих обществ. Вот. Тут больше ничего нету. Что касается национализма, есть крайний национализм, который называется нацизмом. Не национализм, а нацизм. Мне вас немножко жалко. Почему? Те, кто это говорит. Я в данной ситуации не только вам это говорю, кто там это говорит. Ну, допустим,
С каждым днем я натыкаю все больше и больше материала, которые показывают разность нас с нашими соседями. С каждым днем я все больше и больше уверен, что ногчу бе вашвац. Это цашеку я отсюда. Ногчу вошло. Кидабер шлул хойбу. Бусулба бу кидек дуна это всего лишь соседи. В первую очередь иду. Нужно не рассказывать байки про национализм, сказки рассказывать не надо. Сейчас я вспомнил. Руслан Рамзан, он был у меня в эфире, за что заблокировала. Я его временно убрал со своих эфиров, потому что во время эфира я четко дал понять этому человеку, точнее, я рассказал в эфире, что за счет единицы людей, которые есть, ну, то есть, которые были когда-либо, воевали в двух чеченских кампаниях, судить весь народ, что они там все помогали, не стоит. Не стоит точно так же, я и до сих пор считаю, не стоит даже так же обсуждать тех людей, которые говорят, вот мы же во время там имама Шамиля были вместе, да, были вместе во время имама Шамиля, но мы были вместе, постольку считалось в то время, что так мы сможем достичь единства. Ну, конечно, итог оказался таким, что ни тот, ни другой не довел дело до конца. Идейные люди погибли. Тысячи людей погибли с нашей стороны огромно. Я не говорю, что там не погибли, там тоже погибли. Но меня больше интересует своя история. Чем это закончилось, в конце концов, это закончилось тотальным. И после этого и Узун Хаджи, и Алибек Хадж Зандакский, все же восстания были у нас здесь. И стоит об этом задуматься. Вот это видео, которое я закинул, этого старейшины, которые закинули в эфире. Закинули в эфир этого старейшину Раиса Садаева, кажется, этот эфир. В Окстагуп я закинул это последнее видео, где он рассказывает о депортации, возвращении депортации. И мне понравились великолепные слова настоящего Унхонохчи Гарбекова Муслима. Когда он, этот старейшина, сказал: «Мабитлаш ни в коем случае войну абит мабитлаша». Я думаю, что в то время его до конца муслима не послушали. И сегодня многие отголоски вот этих вопросов, многие отголоски, к сожалению, приводят к неким диспутам, которые не стоило бы приводить. Еще раз я повторюсь, как и вчера сказал Тана Эльдос. Нохчи это эн деб шей хусмашие шей беша де алсам беша халет хар нохчи муах нохчи абиеш бушун. Ну, я не знаю, я не знаю, кто что там тебе пишет. Чей мнение, кечер мнение есть разностороннее. Если это зависело бы от 50 человек, которые находятся тут в эфире, то мы были самыми большими врагами. Ну, ты знаешь, Алихан Орио, ты хотя бы почитай для начала доклад, Алихан. Я думаю, что ты ингуш. Почитай доклад. Там в докладе ты многое найдешь. Этот доклад, когда писали, там были представители муфтията, там были ваши советы тейпов. Ты его прочитай. Потом расскажи мне про национализм. Потом расскажи про 50 человек, которые здесь в эфире сидят. Они 50 бивацев, чувак. 500 валари, 1000 валари. Совсем другой был бы подход. Я согласен с тобой. Бацко, шуди очень молчу.
Ты показываешь мне и этим людям, что Хаббат будет, ты прав, потому что 56. Но это не потому, что многие так не думают. Нет, это не потому. Это просто-напросто мы до сих пор все летаем где-то в другом пространстве, они еще до конца не проснулись. Когда нож оказывается где-то под ребрами, вот тогда поймут. А так ты прав. Здесь всего лишь навсего, как говорится, 50 человек, 50-60 человек. В этом ты прав. Я, конечно, не делаю, если бы там 5 тысяч, 10 тысяч слушать накруткишься, ее лайкишься, хейтёет, комментарийшься, yazıyoruz, как это делают многие блогеры. Те, кто есть, есть. Никого нету, нету. Поэтому мне абсолютно без разницы. Qidadagi dani surdu. Лурду аль-хитсон. А так, дотерплю, как говорится, до конца эфира. Но даже если здесь будет 10 человек, я все равно эфир, я этот доклад до конца доведу, ознакомлю, сайниц мял хочу, покажу, что есть там, где ложь, где профанация, где подмен понятия. Это я должен, я обязан это сделать перед своим народом. Вот. Иду. А тот, кто не делает, оставайтесь дальше, делитесь дальше. Да, лаха, кедадег со временем хиду. Так, честно сказать, вполне обоснованы ваши претензии. Хоть один человек, если будет знать правду, даже меня не станет. Люди должны знать. Нохчучуна вастмелуха адиез, нохчучун вошмелуха адиез. Хис лурдуй хархалха адиез. Хис лурдала даца, сун хис лурду ацахит. Лучшую сторону и хис лурдац. Аллах дан салах. Аллах дан лахирду. Но я, к сожалению, не вижу. К сожалению, не вижу. Взрослые люди, которым под 40-50 лет, которые матерые такие, старые волки, ногчи, они меня поймут. К сожалению, молодежь у нас деградирована. И это плохо. Деградирована. Почему? Потому что нету дела, меркантильные интересы. Никто там отцов эфире, ах, садишуац, бог садишуац, ину садишуац, дик мащан садишуац. Все это хотят. Но есть какие-то вещи, которые должны быть превыше всего. Даца, мы получим то, что имеем. Сегодня угоду каким-то силе нацикам, как ты говоришь, Алихан, или тем людям, которые хотели задеть. Я вот эти последние 3 года публиковать, яш вокшур, аухахат. Материал шею, самиш, когда ираю публиковать. Ну, видишь, так заявили, хотя какое отношение к уху имеют они, не имеют. Но прослеживается. Цханшарах тига болбиаш ашубах царь. Разгонки, тегаш вактетели. Ну, Бог ж помощь.
قدا دق أوصل دقوة. К сожалению, люди необразованные всегда будут думать только одним образом, что мы решаем вопрос кулаками, войной, а грамотные люди знают, что бумага терпит и все записывают и кладут. Никому потом ты не докажешь, что это было не так. Нет. Берже, хоть он и не любил чеченцев, он писал и говорил. И Берже, и другие ученые говорили, что наше щука бартбац, общество щука. И этим прекрасно пользовались. Всегда пользовались. Всегда. Наверное, всегда были и будут люди, которые призывали к единству. Стремились к этому. По крайней мере, Уэшерцанчо. Поэтому нужно понимать, что пока есть такие братья, и враги не нужны, которых вы называете братьями, кто бы там ни был. Братство не так просто. Нет, Энгно, Чинху. Вопрос не в том, что он прав или нет. Речь не об этом идет. Капитан Арктик, ты можешь зайти со мной в эфир, я тебе расскажу. Зайди в эфир, я тебе расскажу, про какую войну ты хочешь, сколько воевали ты хочешь узнать. Макар, ты знаешь, можно сега проиграть можно проиграть схватку, но выиграть войну, можно выиграть войну, но проиграть схватку. Алдарей, можешь дарить. Да, вывезел. Речь не о том. Речь о достигнутом результате. Во время Кавказских войн и во время, когда Россия пришла сюда, не Россия, а царская Россия, будет правильно сказать, пришла сюда, она получила прекрасную возможность в историческом плане делить, и мы повелись на это. Вот о чем я говорю. Ой, Барт, и мадас, Барт там будет в этом плане. Эхот, кидегду, и да, следующий. Что ты дашь? Мы не об этом говорим. Мы конкретно говорим о тех вещах, когда мы очень много теряем. Ой, сегодня я не самый большой противник того, чтобы мы воевали. Барт цахалдезивай. В единстве цахалдезивай, что докташ. Об этом я говорю. Не к войне единство и все остальное. В мирное время мы можем быть единым народом. Мы обязаны быть одним единым народом. Нет. У нас есть любители космополитизма. У нас есть те, которые всегда должны кому-то подмазаться. Худина шун алейш хотцхан камец эяқи шейна هر دیگه دینه تر شین تا خلش اتو بوش علی تاق امت ایقیش خوشوا بوش نخچش باز حبیتینش سوی تاق امت ایقیش شین خلش دیگه دوچ وینه پرست تتیخ وقتین بلا بل وی تانی دکن سا چق بر تاق ام
خربات خيجبات وعيغدت يشيات ويديقت يشيات ويموحك بوحكت يشيات дабалит ищет. За пресловутыми сладкими речами о дружбе и братстве мы потеряли огромное количество людей, огромное количество территорий. Мы потеряли. Мы не имеем права, у нас уже там каких-то там, я не знаю, Сгулькин хвост. Сгулькин хвост остался. Уж сдаться. Кто должен делать? Мы должны делать. Мы должны. Вы ведете великие разговоры о том, что это то. Да, очень много плохих моментов в истории есть. Во времена шейха Мансура тоже оставили. Было ли такое? Было. Почему? Когда ряд поражений были, до конца не пошли. Бибулата Таймиева оставили, до конца не пошли. Бойсхара Биноевского оставили, до конца не пошли за ним. Сколько? Саадулла Гихинский, до конца не пошли за ним. Батуков, Хамтоевский, за ним до конца не пошли. И так далее, и тому подобное. Не объединялись, не спасали, не становились. Было ли это? Вот так все произошло. Что касается интеллигенции, интеллигенция, не в обиду будет сказано, живет в своем пространстве научном. Они думают, что там вращаются все. Да никто не вращается. Книги никто не покупает. Да, это такие любители, которые блоги ведут и так далее, которые более или менее классики. Сейчас книги молодежь как таковой не покупает. Сейчас даже Россия не самое читающее государство в мире. Это в советское время были самые читающие у нас люди. Сейчас нет. Сейчас любая напечатанная книга является бизнес-проектом. Алейкум салам. Поэтому, да, мужество, да, храбрость, традиции, адаты, все у нас есть. Все есть. Но скомпоновать это мы не можем. Ряд проблем в обществе есть. Очень большие проблемы есть. Но кто-то не хочет на это обращать внимание. Когда это выйдет уже из ряда вон, то есть будет целая волна, тогда будет поздно. Никто не рассчитывал, что будет 90-е годы, что придет Дудаев, придет там одно, будет переворот в СССР, ГКЧП, что будет война первая чеченская. Никто не рассчитывал на нее. Думали, что пожурчат, поговорят, уладится. Не уладилось. Вот. Никто не рассчитывал на это. На многие вещи многие не рассчитывают. Умные люди за 10-20 шагов вперед рассчитывают. Что касается здравого национализма, будут, Макар, будут. Рационального подхода к нашей политике, к нашей истории, но у нас начинают работать историки, так называемые патриоты, натыкаются на моменты, разочаровывающиеся в нашей истории. Так скажем, есть такие моменты,
у каждого народа есть они, но удивительно. Только принципиально человек, любящий свой народ искренне, любящий до конца, не будет искать в стоге сена иголку. Понимаете? Он будет стараться менять что-то в лучшую сторону. Вот. Если же доклад готов. Я ответный доклад не готовлю. Я разбираю их доклад, показываю, где ложь, где выдуманные факты. Так, ответственный доклад. Зачем я должен готовить? У меня нету ни сил, ни мощи этого сделать. У меня 10-20 книг, по которым я ничего, к сожалению, не смогу сделать. Поэтому с докладой. Нет, этот доклад меня слегка порадовал. Знаете, почему порадовал? Потому что этот доклад фактически полностью оправдал мои прогнозы. То, что я говорил в течение этих 2-3 лет, они положили это все на бумагу, все, и опубликовали. Причем сделали это, в принципе, открыто. Вот. Я не прошу никого оскорблять, не прошу никого материть, говорить, что мы лучше или хуже. Я прошу лишь взвешенного, объективного решения для решения тех или иных вопросов. Остальное, позову я кого-нибудь в эфир или не позову. Того, что-то дом, да. Мне за это переживать не стоит. Я максимально приложу усилия, сделаю, что я смогу. Да. Благо, есть еще братья, которые верят в добро, верят во что-то хорошее. А разоблачать мифы и сказки мы умеем. Я умею, по крайней мере. На очереди ряд еще таких сказок, разоблачений. Доклад – это только наживка, начало. Да, у меня не всегда выходит выходить в эфиры, но работы много, печатать много, читать много. Последнее время немножко проблемная ситуация, но да, с этим я справлюсь. Сегдал, что где иду, но вела хорватс, цизерватс. Есть юлиш одю хардатс, есть хандег одю датс, Аллах дейр вачум. Бусулбаву, нахчуву. Ишт бусулба нахчувуш. Да, дейр дуах, сайкоман дуах, саймахкан дуах. Да, сайсадалур дошу, сайгдалуш кипар. Қиса давамдат, вай қисолютариат, вай темшбирбат, вай حقيقة لساني بابيرو. واللي خواتنا واسط كله وي
Tani bu bir bu. Цехули. Цехила. Цехила. Значит, случай был. Я и начинал один, и закончу один. Что. Поэтому... Ойга, дэрмула. Муху да дизуха. По крайней мере, я знаю, что я смогу нанести один достаточно урона всем лжецам, которые пытаются осквернить историю моего народа. Кидадек. Шадек дел крадо. Знаешь, всегда просто любить тех, кто воевал, умирал за свободу. Да, это всегда прекрасно. Это юношеский максимализм называется это все. Да, но я бы хотел, чтобы мы не умирали. Я хочу, чтобы эти кунхой жили, чтобы они порождали еще много кунхой хейк алсани халетлясун. Разница между нами с тобой в этом. К сожалению, на этом я заканчиваю свой сегодняшний эфир. Как вы знаете, возьмем ограничения щупака. Масана Дерек Захаил. Масуда Лукада Дойл. Ака Тана. Донатиатин Шинушана Далсаевел. Завтра постараюсь сделать эфир. Постараюсь остальные. Буду каждый день по 5, по 10, по 5 страниц хотя бы каждый день. Доклад будем разбивать. А дальше будет видно. Всем огромное спасибо. Будут вопросы, пишите в директ. Пишите. Постараюсь ответить. Масана Аллах Дерес Хейл. Талах Тубойл. Бюстей Галеоил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ждите продолжения, может быть, завтра. Masaya böğüşteye alevel vecre. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.